Алина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на каком этапе вы поняли, что Абхазии нужна служба патронатных семей? Когда эта тема стала особенно актуальной? Мы же говорим о том, что мы в Абхазии чтим традиции, что нам не нужен детский дом, что у нас нет беспризорных детей, что у нас всегда найдутся люди, которые готовы приютить сиротов. Когда вы поняли, что вот эта служба просто необходима, что вопрос с детьми нужно решать уже системно, с детьми, которые оказались в сложных жизненных ситуациях? В ходе своей работы мы сталкиваемся со случаями, когда дети остаются без опеки или без надлежащего ухода. Например, когда мать-одиночка, она воспитывает детей, и ей необходима госпитализация, то тогда, и, к сожалению, у нее нет родственников. Вот в таких случаях нам необходимо детей временно куда-то помещать. Или же, например, бывают случаи, когда в семье неадекватная опека в отношении детей и существует определенная угроза жизни и здоровью, и необходимо временно детей оттуда забрать и поместить в благоприятные условия до того момента, пока решится вопрос в биологической семье. Вот именно поэтому мы пришли к тому совместно. Мы — это Министерство социального обеспечения и демографической политики, аппарат уполномоченного по правам ребенка и детский фонд ООН ЮНИСЕФ разработали службу патронатного родительства, где речь идет о временном уходе за ребенком. Опыт каких стран вы изучали при планировании службы патронатных семей? Ну, конечно же, опыт постсоветских стран для нас был информативен. Мы изучили тщательно то, с чем все плюсы и минусы, с которыми они сталкивались, и можем смело пробовать именно в этой сфере, потому что нам кажется, что вот в силу своего менталитета абхазского и какого-то вот такого внутреннего позыва наше общество готово именно к такому формату, что ведь после войны у нас не было детского дома, и все такие случаи... Была частная инициатива? Да, но тем не менее много таких случаев, когда удавалось решить именно на уровне знакомых, родственников, там, соседей, просто небезразличных людей. И отталкиваясь от такого опыта, мы вот понимаем, что служба патронатных семей — это то, что вот для нашего менталитета ближе, и, скорее всего, это будет эффективно. Вот когда пришлось посмотреть правде в глаза, что нам нужна такая служба? На протяжении последних нескольких лет, к сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда вот здесь и сейчас возникает ситуация определить ребенка куда-то, так как его нахождение в семье может быть небезопасно, или же в силу определенных обстоятельств его некуда поместить. Мы совместно со всеми структурами прибегали к различным частным инициативам. Кто-то забирал домой, где-то кто-то находил, не знаю, какую-то платную няню, там, и еще много каких-то разных случаев. Но мы понимали, что это не системный подход, что это не решение проблемы. Да, может быть, сегодня нам удалось решить, но а как будет завтра, никто не знает. Вот именно поэтому мы уже на протяжении года работаем над данным проектом и гордимся тем, что с 24-го проект будет запущен и служба будет функционировать в полном объеме. Пока служба не функционирует, возникнет ситуация, как вы ее сейчас можете решить? Что вы делаете? Как вы выкручиваетесь? Ну, очень правильное слово «выкручиваемся», потому что здесь все мы в тесном контакте, все структуры, органы, фонды, организации, которые работают в контакте с детьми, и каждый случай мы разбираем в индивидуальном порядке. У нас даже был случай, когда потенциальная патронатная семья, которые готовы были стать нашими кандидатами, но в силу того, что у нас не было времени, они согласились взять ребенка вот в тот момент, в который нам необходимо было. То есть это тоже на бесплатной основе, то есть мы не заключали с ними никакой трудовой договор, так как еще правовые документы не готовы были на тот момент. Опять же, добрые люди, они есть.
они были всегда, и вот благодаря этому нам удается решить проблему. Но опять же, здесь мы хотим, чтобы это было на государственном уровне, на постоянной основе, чтобы мы понимали, куда и когда, в какой момент мы можем обратиться, если возникнет такая необходимость. В какой промежуток времени ребенок будет пребывать в патронатной семье? Ну, каждый случай индивидуален. Здесь речь может идти как об одном дне, так и о нескольких месяцах и даже несколько лет, возможно, даже до совершеннолетия. Ситуации бывают разные. Например, когда удается решить в ускоренном порядке совместно всем структурам и вернуть детей в биологическую семью, конечно же, это такой быстрый вариант. Но бывают и ситуации, когда мать отбывает срок в местах лишения свободы, и здесь речь идет о нескольких годах. И для такого ребенка тоже необходимо временное патронатное родительство, уход. Какое количество детей вот сейчас нуждается в такой форме устройства, да, в семье? Цифры разные. В ходе своей работы, анализируя ситуацию на протяжении нескольких лет, мы можем сказать, что в течение года возникает потребность для 30-40 детей, которых необходимо определять в какие-то другие условия. Здесь речь идет не о том, что 30 детей одновременно. Это в течение года на всей территории Абхазии. Возможно, это 2 ребенка в одном месяце. Или же когда 5 детей с одной семьи, и в конкретной семье необходима поддержка, помощь и решение тех или иных вопросов. Но такие проблемы существуют, мы с этим сталкиваемся. К сожалению, бывают ситуации, когда невозможно что-то поменять, невозможно решить ситуацию в благоприятную сторону для ребенка. И тогда в таких случаях возникает необходимость в судебном порядке. Здесь вопрос встает о лишении или об ограничении родительских прав. И уже такие дети будут подлежать дальнейшему усыновлению. Но все то, о чем мы говорим про патронатную службу, это всего лишь временный уход. Я хочу, чтобы вы пояснили, чем отличается патронатная форма устройства от опекунства, от приемной семьи. Патронатная служба — это временный уход за детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Здесь речь идет о семьях, которые профессионально подготовленные, которые обученные, которые понимают, что оказывают услугу для ребенка и поддерживаются государством. На данном этапе проходит подбор кандидатов, которых консультируют и всем рассказывают, с какими случаями, ситуациями, возможно, им придется столкнуться. Как вы будете определять, что семья готова взять ребенка? Как вы будете определять их мотивацию, насколько это все искренне? Как вы будете отслеживать, насколько ребенку комфортно в этой семье? Как вы все это будете контролировать? Очень важно, чтобы люди, которые готовы стать патронатными родителями, в первую очередь имели благие намерения. И самое, наверное, важное — понимать, что идеальных семей не бывает, а просто оставаться человеком — это, наверное, самое главное во всей этой истории. И для нас важно, чтобы ребенок был в благоприятной среде, чтобы о нем заботились, чтобы его любили, чтобы к нему просто хорошо относились. Ведь понятное дело, что раз он оказался в такой семье, у него непростая и сложная судьба, и ему просто нужна поддержка и помощь на данный момент. Конечно же, семьям тоже будет непросто, и они будут поддерживаться психологами, будут также на постоянной основе поддерживаться социальными работниками, однозначно присутствие органа опеки и всех соответствующих структур, потому что ситуации разные, и везде, где говорится о благополучии ребенка, должно быть именно так.
С каких семей вот эти дети, которые нуждаются в патронатных родителях, и какой возраст и национальность? Ну, это абсолютно разные дети из разных семей, с разными национальностями. Конечно же, есть и абхазские семьи, и других национальностей. Возраст тоже, бывают случаи, когда это совсем маленькие дети, но их тоже не так много. Чаще всего это дети до подросткового возраста. Но каждый случай, он уникален, и это все индивидуально, поэтому здесь нет такой строгой статистики, которую я могла бы вам озвучить. Поэтому мы готовим наши семьи патронатные, что им придется столкнуться с разными категориями. Но при этом у них есть возможность озвучить свои какие-то критерии, с которыми они готовы связываться. Например, когда это родители работающие, и у них, в принципе, нет возможности предоставить круглосуточный уход, но при этом они могли бы взять детей школьного возраста, определить их в близлежащую школу, и при этом заботиться о них в параллель своей там деятельности. Или же наоборот, это может быть мать, которая воспитывает своих детей, при этом она имеет внутренний ресурс, чтобы взять еще одного ребенка или даже нескольких на временный уход и заботу. Это дети городские, это дети сельские. Есть вот тоже какая-то разница? Здесь тоже очень сложно говорить о конкретике, потому что ситуации разные. Бывают случаи, когда это сельские дети, когда в семье несколько там братьев и сестер, это там 2, 3, 5. И, конечно же, таких детей необходимо поместить в одну приемную семью, не распределять их по-разному. Также это могут быть и городские дети. Опять же, нет какой-то такой уникальной, знаете, цифры или какой-то категории, которую мы могли бы предусмотреть, потому что все это может в какой-то миг поменяться, и ситуацию, может быть, мы сможем разрешить. И наша задача не доводить до патронатных семей, но не всегда это получается. Как вы будете контролировать, насколько ребенку комфортно в семье? Как вы будете приходить в семью по звонку, либо это будут визиты неожиданные? Как вы будете узнавать у ребенка, насколько ему комфортно? Ну, с момента, как ребенок будет помещен в патронатную семью, здесь в обязательном порядке будут скоординированы все структуры, работающие в области защиты ребенка. Будут постоянные визиты и мониторинг ситуации в семье, социальные работники посещать будут, также представители органа опеки. Ну, то есть все структуры, которые работают с детьми, они в обязательном порядке будут присутствовать. Семья не будет самостоятельно справляться с той или иной проблемой. Здесь будут привлечены психологи как для детей, так и для родителей, потому что мы понимаем, что это непростой опыт для всех, как для ребенка, так и для семьи, которая, несмотря на даже свою подготовленность, может столкнуться с рядом проблем. Какой должен быть портрет приемного родителя, воспитателя? Да, если говорить... Кто этот человек должен? Если говорить о приемном родителе, то нет никаких строгих критериев. Многие себе представляют картинку, что это должна быть полная семья, там много детей и так далее. Нет, мы рассматриваем каждого, у кого появится такое желание. Например, мать-одиночка, которая, или женщина даже просто, женщина-одиночка, у которой есть внутренний ресурс, есть намерение оказать поддержку ребенку, и она по всем критериям, которые прописаны у нас, подходит. То есть у нее есть возможность обеспечить круглосуточный уход ребенку, чтобы семья проживала в доступе к школе, чтобы рядом было медучреждение. То есть вся инфраструктура была в доступе для ребенка. Ведь когда мы его вынуждены будем переместить из привычной среды в новую, то нам важно, чтобы он не выпал из такой обычной жизни. Не просто мы его помещаем и закрываем в какой-то семье. Нам важно, чтобы он дальше
социализировался и жил привычной жизнью, насколько это возможно. Поддержка всех специалистов, она предусмотрена. Психологи однозначно будут работать как с ребенком, так и с приемными родителями. Но очень важно понимать, что связь биологической с семьей должна быть поддержана, если есть такая возможность. У нас не стоит задача, чтобы ребенка оторвать от семьи. Наша задача заключается в том, чтобы улучшить его ситуацию в семье, в биологической семье, и иметь возможность вернуть ребенка обратно. Наверняка есть история, когда невозможно улучшить ситуацию в семье, и вы предполагаете, что может возникнуть эмоциональная связь между приемным патронатным родителем, воспитателем и ребенком. Как вы будете решать вот этот вопрос? Ну, конечно же, мы допускаем такие ситуации, и, возможно, семья привяжется к ребенку, и ребенок привяжется, и, наверное, в какой-то степени не захотят разлучаться, но в приоритете, конечно же, биологическая семья, но и бывают ситуации, когда невозможно вернуть ребенка обратно в биологическую семью, когда ситуация не улучшается. И здесь, конечно же, уже при соблюдении всех юридических нюансов в судебном порядке, если лишены или ограничены родители в родительских правах, то ребенок будет подлежать усыновлению. И семья патронатная, если изъявит желание, она тоже будет рассматриваться как кандидаты в усыновители, то есть это все допускается. Но если же ребенок вернется в биологическую семью, то мы допускаем, что они будут поддерживать связи в качестве родственников, хороших друзей, знакомых на протяжении всей жизни. То есть никто не запрещает, это просто добрая воля людей, которые готовы быть причастным к судьбе ребенка, вот, у которого и так сложная судьба. Ну вот какое количество кандидатов изъявило желание стать патронатным воспитателем? Как только мы начали рекламную акцию, очень много звонков поступало, и, конечно же, много звонков было по поводу усыновления. Но каждому кандидату мы подробно рассказываем и объясняем суть самой службы, в чем заключается смысл, и многие автоматически отпадают. Но у нас на сегодняшний день уже порядка 5 серьезных семей, которые готовы проходить дальнейшие этапы. Это этап обучения, подготовки, и уже с 2024 года готовы работать в качестве патронатного родителя. Как это будет происходить? Как вы будете их готовить? Разрабатывается программа, и с декабря месяца мы будем частично очно, частично заочно, порядком 30-40 часов, где будет обучение. И это очень важный этап, так как семья тоже должна понимать, с какими сложностями им придется столкнуться и как вести себя в той или иной ситуации. И здесь очень важно, что семья не будет одна. То есть они не в одиночестве. Тут связка идет, патронатной семьи, органов опеки. Однозначно, однозначно. Здесь только скоординированная профессиональная работа всех сможет нас привести к благоприятному результату. Ведь работая с детьми, с несовершеннолетними, у нас задача одна, чтобы дети жили в благоприятном обществе. Именно поэтому мы нацелены на результат. Патронатный воспитатель, родитель, я так понимаю, он будет у вас на трудовом договоре, да? И это будет работа оплачиваться, то есть здесь материальная составляющая тоже присутствует. Да, именно. Заинтересованность. Да, именно так. Изначально, когда мы рассматривали такой проект, мы себе представляли, что это будут вот женщины, которые и так воспитывают своих собственных детей, но у них нет возможности выйти на работу, но при этом они очень ресурсные и могли бы кого-то еще взять на временное воспитание, при этом получать какую-то материальную поддержку, пусть она минимальная.
Здесь речь не идет о каких-то больших деньгах. Это все в условиях Абхазии, мы понимаем, о каких суммах мы говорим. Но тем не менее, это работа, это трудовой стаж. И в любом случае мы не хотим, чтобы именно материальная составляющая была той основной мотивацией, да, для того, чтобы они взяли ребенка. Не будет ли, с другой стороны, напрягать вот этот такой контроль, тотальный контроль над семьей, взявших ребенка вот под опеку? Вот именно поэтому проходит такой тщательный подбор кандидатов. Они тоже понимают и готовы к тому, что семья не будет самостоятельно принимать какие-то решения. Это всего лишь воспитатели, временные родители, если так их мягко называть. Здесь без тотального контроля, без такого постоянного сопровождения не получится, потому что наша цель решить проблему ребенка в биологической семье и вернуть его обратно. Мы от этого отталкиваемся. Конечно, ситуации могут быть разные, но мы хотим, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в биологической семье в благоприятных условиях. Будет работать активно служба патронатных семей. Тогда нам не нужен кризисный центр, о котором выше говорилось. Служба патронатных семей ни в коем случае не исключает необходимость кризисного центра. Это всего лишь альтернатива. Так как кризисный центр на данном этапе пока не утвержден государством, есть определенные сложности для его создания, мы решили перейти к такому быстрому решению проблемы, потому что мы в ходе своей работы сталкиваемся с острой необходимостью, и создание службы патронатных семей – это быстрый способ решить те или иные вопросы. Но это ни в коем случае не исключает создания кризисного центра. Алина, спасибо, что нашли время, дали нам интервью, и спасибо за то, что делаете вот такую важную работу. Спасибо вам большое.